И снова всем привет, ребята. Это снова я, это снова вы. Мы опять на реке Мокша в Мордовии. Сегодня воскресенье. И приехали друзья Рома и Юра вон там вдалеке. Значит, сегодня будем рыбачить. План какой? Сейчас Роман возьмет меня на буксир. Мы поднимемся, точнее спустимся вниз по течению. Течение тут слабое. Попробуем там на некоторых точках половить на джиг. А потом либо будем потихонечку спускаться, либо целенаправленно приедем опять сюда. И здесь уже потвичим 130-е там воблеры крупные. Не будем затягивать, солнышко поднимается. Время у нас 7 часов утра. Поехали. Пересел к Роману в лодку. А мое плавсредство будем буксировать. У нас Ямаха. Сколько сил, Роман? 3. Трехсильная. Сейчас будем спускаться вниз. Ах, сошел. Не понял, кто был. Ребята, какая обстановочка. Мы спустились докуда хотели. На первой же постановке Роман вон там поймал щурка небольшого. Сейчас была у меня поклевка со сходом возле лодки. Видимо, не просек. Это вот самодельная вот такая вот рукотворная поролонка, которую я сделал зимним вечером каким-то. Думаю, почему бы и нет. Не понял, что была за рыба, но сошла она возле лодки. Вот такая вот. Взял у жены губку, которая она моет посуду, и сделал вот такую приманку. Но рыба сошла. Печально. Фух. Если бы вытащил, было бы вдвойне приятно. Ну ладно, продолжим. Обещали что-то дождь, а солнечно. Ну, будем надеяться, что не будет дождя. Ладно, первую поклевку я увидел, это уже хорошо. Спиннинг у меня твичинговый, Sportex Nova Twitch с тестом 7,27 граммов. Большую часть рыбалки я планировал, наверное, провести воблерами, потвичить. Но Роман настоял рыбачить на джиг. И вот первый раз я использую джиговые приманки с этим спиннингом. Ну, довольно-таки звонко отбивает, в принципе, нормально. Хотя у меня есть спиннинг специально для джиговой ловли. И не один. Ладно, продолжим. Есть, ребята. Рыба хорошая. Давит. Ух, не пойму, кто. Щука, по-моему. Да, хорошая щука. С корешки прям у меня под лодкой. Отлично. Так, свечку даст. Чуть не в лодку прям.
Не запрыгнула, отлично. О, под лодку пошла. Да! Да, ребята. Фух. Фух. Почувствовал прям четко, как провел по коряшке. Коряшка у меня прям возле лодки. И рыбка у нас с вами в лодке. Отлично. Фу, просто супер. Покидал воблеры тут, ну, в ту сторону. Фух. А в эту сторону решил джиг поставить. Ну, как бы приманку. А варунка. Груз 16 граммов. И щучка у нас в лодке, ребята. Хорошая, вот такая вот. Тихо, 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 тихо. Все, тут война в лодке у меня. Тихо, ты что такое? Опачки. Отлично. Заберу ее на котлетки. Как вы знаете, я живу на даче. И мне есть место и время повозиться с этой рыбкой. Шнур попал в пасть ей. Отлично, ребята. К сожалению, поклевку не заснял, потому что непонятно, что тут с клевом и все остальное. И вот такая вот рыбехина попалась. По поводу там забирать рыбу или отпускать, ребята, если я планирую рыбу приготовить, я забираю. А если нету в этом нужды, то я ее отпускаю. Сейчас как бы на даче я ее приготовлю. Опачки! В домике. Вот так вот. Ну все, отлично. Обрыбился я. Значит, у меня один сход был на поролонку. И вот сейчас у нас щучка в арсенале. Под нами 1,7 метра. Не глубоко. Эхолот у меня Лоуренс. Хук 4. Чирп. Ну, нормальная машинка, как бы, для любительской, так скажем, ловли. Фух, класс. Завесил я щучку. Щучка весит почти 2 килограмма. Это первая джиговая рыба в этом сезоне. Я все головля тут. А ребята вытащили, говорит, пойдем, говорит, половим щуку, может там судак клюнет. Да и голавль не клюет в последнее время. Поэтому выбрались на такую рыбалку. Набитых точек здесь нет, чтобы перемещаться уже по точкам, как бы приходится что-то искать. На это уходит время. Но кто ищет, тот всегда найдет, как бы. У нас товарищ один, Сергей Викторович, он где-то там в районе старого города, ну, Темниковский район, там ловит, прислал сейчас тоже фотографию, поймал небольшую щучку, где-то ловит на джиг. А мы здесь с ребятами.
Тоже в Темниковском районе, но выше по течению старого города. Опачки, ребятки! Как говорится, не прошло и полгода. Еще одна рыбка у нас в лодке. Перед тем, как ее поймать, она уже выходила. Ну, я делал дальний заброс, а возле лодки уже, видимо, на подъеме приманки вот такой вот окушок, окунек, как хотите, клюнул. Ну, сейчас я его сфотографирую и отпущу. Все, давайте его отпустим. Мой, кити мой. Все, беги домой. Молодец. Приманка та же. А воронка на 16 граммах. Роман у меня там отстал, что-то облавливает более тщательно. Я перемещаюсь, делаю 5 забросов, 6 там. И дальше перемещаюсь. Конкретно каких-то прям вот стопудовых мест пока, ну, я на свой взгляд не нашел. Так, более-менее что-то интересное нахожу, останавливаюсь. Поэтому поклевку на камеру заснять, ну, просто нереально. Ребята, ну, как и обещали, дождь вот-вот начнется, пишется. Деревня Русская Тювеево, вот если что. Ну, определил локацию мою. Наверное, так. Не знаю. Подготавливаюсь к дождю. Уже вот что-то завернул в пакет. Что-то уберу сейчас в герморюкзак. Ну и продолжим рыбалку. Как бы не сдаемся по старой схеме. Все, расходится. Прячемся. Дождь закончился, значит, шел он час. Я уже вот немного начал подсыхать. За этот час, ребята, я не переставал кидать, и мне удалось поймать 2 щурков на воблер ОСП Рудра в 130 размере. В заводе вот здесь вот глубина присутствует, 2,5-3 метра есть. Ну, сейчас одену камеру на себя и будем подниматься вверх к машинам туда. И, может быть, где-то найду точки, покидаю на джиг или буду твичить. Все, рыбалка с камерой продолжается. Ну и фотографии сейчас вставлю там с этими щурками, с 2. Я их, естественно, отпустил. Мне такие маленькие совсем ни к чему. И кошка, которая дома ждет рыбу, ей достаточно будет потрохов с той большой. Поехали. Время без 15 часов. Ребята засобирались домой. Роман пошел вон. Сейчас заберет Юру и домой поедут. Но мне торопиться особо некуда. Я потихонечку с плавом до машины пойду. Может быть, удастся что-то поймать. В итоге Роман за всю эту рыбалку поймал 2 щучки небольших, отпустил их, они были несъедобного размера, а Юра там щучку, по-моему, пару окуней. Вот и подошла к концу эта рыбалочка. Ну, я бы не сказал, что рыбалка не удалась. Рыбалка удалась. Я поймал неплохую щуку. Пускай это была единственная нормальная рыба на сегодня. Хотя Юра говорит, что у него клюнула щука побольше этой, но он не смог ее поднять в лодку. Подвел шнур или откусила, либо что-то там, я не понял. Точнее, он не понял. Короче, рыбу он потерял вместе с воблером Рудра от ОСП до свидули вместе со щукой ушла. Ромка поймал 2 щурка. Все, что я поймал, вы видели. Вот такая вот рыбалочка, ребята.
Что хочу вот сказать. Никогда не угадаешь, какой будет клев, да, и вообще там в целом вот такие спонтанные рыбалки любительские. Я слежу, может быть, кто-то из вас тоже, за соревнованиями пал, где сильнейшие рыболовы, спортсмены борются там за призы. Так они заряженные полностью, экипированные всеми современными вещами, какие только можно. Тренируются на водоеме по 2-3 недели. И в итоге там в туре многие, там не многие, не знаю, но приезжают с нулями. И не могут вообще поймать рыбу. Поэтому для нас, для любителей, и такой улов тоже улов. Я так считаю. Много зависит еще от везения. Повезло вот мне, я поймал как бы. Ребятам не повезло. Звонил сейчас Сергею, который под Старым городом рыбачит там ребята. У них там тоже клев никакущий. Они на двоих поймали одного щурка, там меньше килограмма. Еще, говорит, были поклевки, но ничего реализовать не смогли. Низкий уровень воды, там коряги, и они там под большим мотором не могут перемещаться. Плохо у них там дела. Ну, у меня там спрашивают, у меня мотор Water Snake, значит, 12-вольтовый, 30 ЛБС, там у него силы какая-то, аккумулятор 95 ампер-часов тяговый, под ним сегодня я возвращался назад. Офигенная вещь. Ну, наверное, и все. Пока-пока, как говорится. Увидимся на воде.